Неужели справедливость существует в Таджикистане? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, что вас определенно порадует. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Министр обороны Республики Таджикистан Шерали Мирзо на очередном заседании, посвященном подготовке к призывной кампании в таджикскую армию, дал строгое поручение по привлечению детей и должностных лиц на военную службу. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Таджикистана. Также министр дал поручение соответствующим ведомствам при медицинском осмотре призывников предотвратить нарушения и пути незаконного призыва в армию. Он также призвал военкомов обращаться к гражданам хорошо, призывать в ряды национальной армии здоровых и одаренных молодых людей. На обращение людей в рамках требований действующих законов принимайте своевременные меры, указал Шерали Мирзо. Министр обороны также высказался о подготовке специалистов для армии путем создания общественной организации помощи обороны и проведения уроков и учений по армейским специальностям. Как вы относитесь к этой идее призывать на службу детей-чиновников? С одной стороны, звучит, конечно же, прекрасно, но с другой стороны, вспомнив, что в Таджикистане есть альтернативная служба за деньги, таким образом, наверное, правительство просто хочет срубить с них побольше денег. А вы как думаете, для чего это все делается? Или это пустые слова? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Министр дал эти поручения в кануне старта осеннего призыва в армию, который начнется 1 октября и продлится 2 месяца. Какой результат даст нынешнее поручение министра обороны, пока неизвестно. Ежегодно с началом военного призыва в социальных сетях публикуются видеозаписи моментов задержания молодых граждан для привлечения к службе, именуемые в народе как облавы. Ведомство уже утверждало, что облав нет, а молодых людей, получивших повестки, но в военкомат не явившихся, милиция имеет право принудительно туда приводить. Председателем призывной комиссии является заместитель председателя города, либо области, если это областная призывная комиссия. Его заместителем является военный комиссар города, района. По данным правозащитников, обращения от родителей на незаконное похищение их детей для службы в армии становится меньше с каждым годом. Теперь люди чаще жалуются, что призывные комиссии оказывают давление на близких трудовых мигрантов, силой заставляя их давать письменные гарантии возвращения своих сыновей и братьев в страну для прохождения службы. У нас сейчас обращения от граждан, где они, от родителей, где они у нас спрашивают, несут ли они уголовную ответственность за то, что их сыновья отсутствуют в Республике Таджикистан, и они находятся в миграции в России, и либо там обучаются, либо там получают гражданство. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Как вы думаете, в этом году будут облавы? Или, возможно, Министерство обороны на этот раз будет умнее и не будет насильно тянуть граждан в армию? Вы в это верите? И в то, что детей чиновников будут забирать в армию? Свои мысли по поводу всего этого, идеи, возможно, какие-то свои истории напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!